В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Ювелирная компания «Уру» представила на выставку, посвященную ко дню ювелирной и алмазогранильной промышленности республики, 12 ювелирных изделий из серебра, золота со вставками из бриллиантов и другими камнями. Представлены особенные украшения не просто драгоценности, а отражение северной культуры, традиций и благородного стиля. О профессии ювелира, о пути мастера к созданию уникального изделия мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Сафрон Куланов, ювелир-закрепщик компании «Уру». Сафрон Аскалонович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите для начала, как вы вообще пришли в профессию ювелира-закрепщика? Ну, к ювелиру-закрепщику я пришел не сразу, да. Я вообще начинал как ювелир-монтажник. Это вообще другая стезя, допустим, да. Это, получается, люди, ювелиры сидят и собирают уже готовые изделия. Там закрепки вообще нет. Но к закрепке я пришел не по своему выбору, да, а был на выставке и получился такой форс-мажор, напарник отравился. Ну, бывает в жизни такой, да. И попросили подменить. Но до этого я уже смотрел, как люди работают, как делается все, с инструментами знаком, и взялся за работу. И так и началась моя профессия ювелира-закрепщика. А с чего начинался ваш путь? А именно мой путь к ювелирным изделиям, наверное, можно сказать, даже со школы. У нас в школе был кружок такой, но там не было прям ювелирка, но там была металлообработка, деревообработка, и с тех лет я уже занимался как бы и знал, что в будущем стану ювелиром. Да? И было очень интересно в детстве, когда смотришь на других людей, как все это делается, особенно мастера. Там у нас в районах были очень хорошие мастера, которые сами все делали все руками. А подскажите, какой район, интересно? Я сам родом из Вилюйского улуса, маленькое село есть там, Тасагар. Но из этого маленького села есть очень много людей именно в ювелирной промышленности и в гранильной, именно в алмазной. И до сих пор, наверное, популярны. Да, до сих пор трудятся некоторые, да, уже. А что вас вообще привлекло именно в закрепке? Вот, К закрепке, да? Закрепке привлекло, допустим, это то, что вот ко мне приходит, изделие уже почти законченное, почти готовое, но без вставок. И, соответственно, мне дают камни, изделия, я собираю их, до конца довожу, вставляю все камни, это в основном бриллианты и драгоценные камни, и потом отправляю дальше, и уже готовые изделия практически. А вот как это выглядит, можете как-то описать? Ну, это описать, как сказать, ну, мне приходят уже готовые собранные изделия, как я сказал, да, и нужно, получается, камни бывают разные, иногда вот одинакового размера, да, они чуть попроще и быстрее делается, да, соответственно, там ничего, в принципе, берется обычный болик и все делается и закрепляется. Бит закрепок очень много, но в основном это кернер и глухие закрепки. И вот, собираем. А что за глухие закрепки? А глухая закрепка, это получается как бы камень утоплен в металл. То бишь вровень с камнем, и с обеих с круга, обычно если это круглый камень, да, с круглой стороны получается, его надо внутри завернуть как бы, очень аккуратно, не касаясь камня. Если коснуться камня, можно сломать огранку именно камня. То есть это такая ответственная работа? Да, это очень ответственная, да, от твоей работы. Помните ли вы свой первый день в мастерской? Может, что запомнилось больше всего? Запомнилось, наверное, когда это было лет 16 назад, когда впервые вообще закончил учебу, да, и пошел на работу. Стояла дикая суета. Я думал, что люди вообще не работают. Что-то делают, кто-то что-то разговаривает, вообще все о чем-то болтают. А потом рабочий день начался в 9, и тишина, и гул бормашин, и люди начали работать. Это вот было мое первое впечатление. А какие, может, страхи были, когда вы только начинали? Страхи? Ну, был страх, допустим, так как я всегда был монтажником, да, это было перепаять изделия, перенагреть, расплавить вообще можно было. И поначалу было очень боязно, да, что, мол, типа, это такая ответственность, потому что до тебя уже люди работали. То есть, если ты испортишь его, это получается, труд людей просто так теряется. Из этого был страх, да, конечно. А что в этом случае делали, если... Ну, в этом случае обычно, да, идешь и говоришь, что вот такая ситуация, да, обычно всегда отливается запасом, не прям впритык, да, потому что производство — это такая вещь, где, ну, даже готовые изделия могут забраковать полностью, вообще полностью готовые, да, и там какой-то маленький, допустим, микропоры есть такие термины, да, это вот усталость металла, когда очень много, ну, металл, одним словом, не блестит, такая блеклый блеск, и она проявляется только в конце, что самое плохое, когда после полировки его могут полностью забраковать. Вот такие тоже бывают моменты. А если забраковали, то куда это дальше? Забраковали, да, если по моей работе, по закрепке, да, ко мне приходит обратно, и я его обратно раскрепляю камни. И то бишь надо будет каждый камень, каждый отдельный пакетик, если она не одинакового размера, нужно положить обратно туда же, чтобы не было пересорта.
То есть обратно не возвращается? Да, практически, да, можно так сказать. А вот чтобы быть таким мастером, что нужно закончить и что закончили конкретно вы? И лично я заканчивал 16-е училище. Это сейчас переименовали в институт Десяткина, как я, насколько я помню. Надо, ну, прям ювелира-закрепщика такой профессии нет. Есть ювелиры обычные, да? И то есть ты всегда начинаешь, нужно всегда знать вообще, с чего начинается ювелирка. Там сам созов, там плавка, прокатка, закрепка, восковка. Ну, там нюансов очень много. И к закрепке приходят, я думаю, с опытом. Я не видел, чтобы прям вот сразу начинающий ученик сразу начинал сесть и начал закрепку делать. Это очень ответственно, и поэтому обычно где-то года 3-4 надо работать в обычной сфере, ювелирной, и потом только уже переводиться на закрепку. А обучают этому уже на местах рабочих или... Закрепки? Ну, лично я учился, сам ходил учился у людей, у мастеров. Меня лично никто не учил, не показывал. Я их иногда донимал, даже бывали там, ругались на меня, вот говорят, что Куланов ходит всех, спрашивают, что да как. И было очень интересно просто. И я ходил в основном к штучникам. Штучники — это эксклюзивный работник, которые делали все вручную, вообще с нуля. Да, раньше было так, сейчас 3D-модели делаются, и штучников практически не осталось. Ну, упростили работу, да? Я так Да, понимаю. да. А в чем особенность работы закрепщика? И вот чем он отличается от других ювелирных, например, направлений? Закрепка, ну, она, во-первых, очень ответственна. Как и сказал, да, во-первых, это, получается, ко мне приходят почти готовые изделия, и если я, не дай бог, сломаю изделие, да, это надо будет делать все заново. Это, получается, и восковка, литье, монтаж, и потом ко мне приходит, после полировки приходит ко мне. Вот. И самое сложное — это ответственность, скорее всего. А с каким оборудованием вы работаете? Оборудование у меня обычно бормашина, пневмогравер, пневмоштихли всякие разные такие. Ну, в основном такие, не как у монтажников, там более такая, скажем, мелкая работа. Камни бывают вообще 1 миллиметр, да? Вообще это бриллиант 1 миллиметр. Это вот глазу практически не видно, как пылинка. Вот надо будет крепить такие. Как смотрите? Каждый раз. Обычно некоторые работают с оптивизором. Это оптивизор такой, грубо говоря, лупа большая. Но она очень плохо влияет на зрение, и поэтому меня научили всегда брать лупу в руку. Одну, закрепил, посмотрел, так и дальше. Так и четче получается. И с каждым разом, наверное, все лучше, да? Да, конечно, это как бы каждый день опыт. А что вот для вас самое сложное и самое интересное в вашей профессии? Несмотря на то, что это очень ответственно. Самое сложное — это, наверное, вот приходит заказчик, да, и говорит, вот такое хочу изделие, интересно очень. И ты уже начинаешь себе вот представлять, как оно будет готовым, и потом человек просто пропадает. А ты уже все уже, мысленно все уже, во сне все уже сделал уже, как говорится, готовое изделие, да. Вот это бывает такое обидно. Ну, а так все в основном по мере так все происходит как-то самостоятельно. А бывает, что очень тяжело, и какая вот ваша самая долгая работа была по времени? Было, конечно. Самая долгая работа, да, это прям не на работе, это была, скажем так, дипломная работа. Когда вот заканчиваешь учебу, лично я делал свою работу почти 2 месяца. Это вот каждый день, да, 2 месяца нужно приходить, каждый день что-то делать. А так сейчас на работе прям вот сроки иногда, конечно, бывают, да, там максимум там бывает неделя, 2 недели иногда бывает. Но лично для меня там максимум 2-3 дня закрепка занимает. В зависимости, конечно, от вставок, что за камни, количество какое. А сколько в день камней вот приходит? Ой, если это все один камень, да, допустим, бриллиант 2 миллиметра, да, стандартно обычно бывает. Там изделие одно большое, допустим. Как-то раз я делал диадемы, да, с бриллиантами. Там было сколько? 1300 камней за один день. 300 камней в день? 1300. 1300 в день? Это в диадеме было. Но это удобное изделие. А иногда бывает, что в день можно и 50 камней только поставить. Это бывают крупные камни, где нужно прям вот под каждый камень подтащить, отполировать, каждую все убрать и потом только поставить. И сколько это все по времени занимает в день? В день, допустим, одно изделие, да, допустим, каратник, где-то часа 2. 2 часа? И как это вы в день 1300? Нет, это 1300, это вообще вот когда вот одно большое изделие, да, допустим, диадема, это вот когда в голове носит, она, удобно просто. И камни, самое главное, что камни они одинаковые все, двойки. То бишь не надо там подбирать каждый раз новый инструмент, все подготовил, камни поставил, и потом начинаешь давить уже, вставлять. А есть камни, с которыми легче работается, труднее работать? Конечно, есть. Легче, конечно, с бриллиантами, потому что они твердые, да, но и с ними как бы ответственность большая. Несмотря на то, что она твердая, да, одно неловкое движение, не просто так лопается. Бывает такое, к сожалению, да.
Тяжелее всего с природными именно изумруд, рубины, потому что у них включение графит, они лопаются очень часто. Да. Очень сразу, да? Да. Расскажите немного о ювелирной компании УРУ, чем она особенная вот именно для вас? Компания УРУ — это как практически большая семья. Да. Каждый год мы становимся, больше растем. Поначалу было нас мало, да, и потихоньку растем. Каждый год, допустим, мы внедряем в свое производство новые технологии, новые 3D-модели, или метод обработки металла пытаемся как-то улучшить, или работу других сотрудников. Это как большая семья. Что вот вам больше всего нравится в работе в этой компании? В этой компании нравится? Нравится то, что там, если что-то тяжело, непонятно, да, можно пойти у у начальства спросить, потому что все это в одном здании, да. Нет такого, что там у кого-то надо спросить через кого-то. Можно пойти прямо сразу к директорам и спросить, типа, что надо сделать. И потом и наши директора, начальники, да, так как они все знают, что такое ювелирное производство, они все доходчиво и очень быстро объясняют. Вот это мне нравится. А что для вас значит быть частью большого ювелирного производства, как мастеру? Как мастер, это как бы надежда на завтрашний день, будущее, да. И надеюсь, что через несколько лет, когда будут искать ювелирные изделия, да, через 1000 лет, не знаю, вряд ли будет мое имя там или нашей компании, но просто какой-то вклад я туда уже свой вплел, получается. Вы же расширяетесь? Конечно, потихоньку расширяем, да. Мне, кстати, тоже нравится компания УРУ. У меня даже оберег есть, подарили. Да, кстати, да. И очень много всяких разных браслетиков дают. И, кстати, по таким выгодным, кстати, ценам. Спасибо, Сафрон Аскалонович, что сегодня к нам пришли. Действительно интересно узнать было про вашу профессию. Да, спасибо большое. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.